Перед началом обсуждения ключевых вопросов повестки Владимир Сластенин подвел итоги прошедшей недели. В центре внимания визит заместителя министра экономического развития Сергея Назарова. Утреннее посещение фабрики «Индейка», завода «Сердало», встреча с бизнес-сообществом, встреча с главой республики, совещание при главе республики именно по нашему эксперименту, в котором мы входим в составе 3 республик, по именно воде, энергетике и газу. И потом встреча с жителями 2 центров Кантышева и Далакова. Это вот такой пример. Представляете, замминистра приезжает к нам в село, беседует с людьми, выясняет проблемы. На повестке дня всего 7 вопросов. С докладом о реализации национальных проектов выступил Бекхан Мальсагов, начальник управления по организации проектной деятельности администрации главы и правительства Ингушетии. Сегодня показатель кассового исполнения по 5 направлениям превышает среднее значение по стране. Молодежный деятель с кассой 83,70, по Российской Федерации 75,9. Инфраструктура для жизни с кассой 74,4, по стране 66,70. Экология 100% у нас, по стране 48%. Эффективная и конкурентная экономика у нас 100% и по Российской Федерации 72,5%. Активную работу продолжает Центр управления регионом. За прошедшую неделю было 7 информационных рисков. 2 из них отработаны, 2 не требуют срочной отработки, 3 находятся на контроле. Руководитель ЦУР Берс Банхаев отметил слаженность совместной работы с исполнительными и муниципальными органами власти. Благодаря их включенности удается реагировать своевременно. Что касается обратной связи, поступило 48 обращений, меньше, чем обычно. Но говорить об улучшении в сфере ЖКХ пока рано, считает Банхаев. Свой вид, сфера ЖКХ лидер, 16 обращений. Однако изменение структуры жалоб внутри отрасли есть. На прошлой неделе проблемы энергетики вышли на 2 место, 11 обращений, что может быть также связано с сезонными факторами. Дорожная тематика у нас 8 обращений и образование 6. Отметили и важность работы платформы обратной связи. Владимир Сластенин поручил до 31 октября закрыть все просроченные обращения и удерживать сроки ответов в пределах 8 календарных дней. Премьер-министр также обратил внимание на обращения в сфере ЖКХ. Если у нас летом обращение проблемы с водой, то зимой мы должны контролировать именно тепло и отопление, так же, как вода. Все главы, все руководители, кто ответит за это нельзя упускать. Это нельзя упускать. Тепло должно быть. А далее перешли к обсуждению подготовки празднования Дня сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день состоится награждение отличившихся работников сельскохозяйственного сектора, а также вручение сертификатов победителям конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. На площади перед Дворцом культуры запланирована традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где жители региона смогут приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных на 10-20%. Финальный вопрос повестки – ход отбора граждан на военную службу по контракту и проведение осенней призывной кампании. Задание по отбору граждан на воинскую службу по контракту составляет 630 человек. С начала года призвано 497, в том числе 5 офицеров. Что касается осеннего призыва, в ряды вооруженных сил на службу суммарно планируется отправить 210 человек. Очередная отправка запланирована на завтра в количестве 19 человек. Команда укомплектована в полном объеме. Последующие 2 отправки запланированы на 25 и 29 октября в количестве 40 человек. Укомплектованы только городом Назранью, городом Магасом и Назрановским районом. В завершении еженедельного совещания участники рассмотрели проекты нормативных правовых актов Республики Ингушетия. Мария Макиева, Сулейман Кастуев, Магаз 24.